Угроза для Харькова. РФ готовит ударный кулак. Американская разведка раскрыла планы Путина. Ледяной душ и паника в Кремле. Что будет дальше? Международный скандал. Покушение на премьер-министра. Обвинения могут иметь серьезные последствия. Белорусов просят покинуть страну. Вы еще не получили такое письмо? Что случилось и кого коснется? Нападение на российских моряков. Мир замер в ожидании, как ответит Москва. Олигарх больше не олигарх. Кто выключил Каннский фестиваль? Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Россия стягивает десятки тысяч военных к Харькову, готовится к новому масштабному наступлению. Эти силы ранее действовали на территории Курской области, но теперь явно меняют вектор. И это четкий тревожный сигнал. Около 50 тысяч российских военных сосредоточены у границы. Некоторые из самых опытных, включая бойцов элитных воздушно-десантных войск, были переброшены для усиления обороны Курска и, возможно, до сих пор находятся там. По мнению аналитиков, у оккупантов появляется окно возможностей. Ближайшие 4 месяца могут стать определяющими. Потом начнется осенняя распутица, резко снизится маневренность техники, да и старые советские танки, по словам экспертов, начнут пропадать с поля боя. Запасы такой техники у РФ не бесконечны, а новейшая техника не восполняется в нужных объемах из-за санкций. Если эти части остались в районе Курска, это может означать, что их готовят к следующему удару. Возможно, хотят, чтобы именно они возглавили новое наступление. А если они внезапно окажутся под Покровском в Донецкой области, это будет сигналом, что масштабного удара под Харьковом в ближайшее время не будет. Это значит, что перед летом и осенью 2025 года у Кремля есть шанс попытаться навязать ход войны на своих условиях, пока Украина истощена, а западная помощь поступает с перебоями. В американской разведке прозрели. Отчет, который ляжет на стол президенту, содержит невероятное разоблачение российских планов. Может быть, именно поэтому Трамп уже меняет свое мнение о том, что Путин хочет мира якобы. Потому что, как пишут американские разведчики, не хочет. Он по-прежнему играет в долгую, несмотря на провалы и катастрофические потери на фронте. Он не собирается сворачивать свою войну против Украины. Документ с грифом «Оценка глобальных угроз 2025» стал настоящим холодным душем для тех, кто надеялся на быструю развязку. Путин, как и 3 года назад, хочет одного – нейтральной Украины, раздробленной и обескровленной. При отсутствии мирного урегулирования или, наоборот, масштабной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, будет медленно складываться в пользу России в течение 2025 года, хотя темпы ее продвижения замедляются и сопровождаются значительными потерями. Россия тем временем пытается доказать, что они все такие миролюбивые, несмотря на ежедневные и еженочные атаки дронов и баллистики по украинским городам. Они делают вид, что, во-первых, РФ готовится передать Украине свои предложения по урегулированию войны в формате так называемого меморандума. Работа над этим меморандумом ведется, во-первых. Да, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня, но с моей точки зрения вряд ли они будут на этом этапе становиться предметом публичности. Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях. У нас есть, но мы вам не покажем. Ну а во-вторых, смотрите, какие мы миролюбивые. Пленных вернули, а могли-то и не вернуть же. Мария Захарова в тельняшке рвет ее на себе, слава богу, в переносном смысле. Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квази даже аргументы всего этого либерально-западного сообщества о том, что Россия не хочет якобы переговоров, не готова якобы переговоров, и так далее, и так далее. Это, еще раз подчеркну, была российская инициатива, которая реализована буквально в кратчайшее время,
И надо также подчеркнуть, что все интриги, которые крутили западники, и, так сказать, и Макрон, и Мерц, и Стармер, они все, по большому счету, обнулились. Вернули людей, которых взяли в плен на чужой территории во время захвата или оккупации этой самой территории. Вот это правда мирные ребята. В Великобритании разгорается скандал, который может перерасти в международный кризис. Британские спецслужбы нашли российский след в серии поджогов объектов, связанных с премьер-министром страны. По подозрению в организации этих поджогов арестованы 3 мужчин, 2 украинца и гражданин Румынии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь людей. Следствие считает, что они могли действовать совместно с другими неизвестными лицами, возможно, связанными с российскими структурами. С начала мая в Северном Лондоне произошло 3 инцидента. 8 мая загорелся автомобиль Toyota RAV4, ранее принадлежавший Киру Стармеру, премьер-министру Великобритании. 11 мая произошел пожар у входа в дом в Ислингтоне, где премьер-министр жил раньше, в 90-х. 12 мая возгорание случилось у двери его нынешнего дома в Кентиштауне, который он сдает в аренду родственникам. Хотя пока нет прямых доказательств связи подозреваемых с российскими спецслужбами, британские власти не исключают возможность того, что они могли быть завербованы российскими агентами без полного осознания своих действий. Следствие продолжается и обсуждаются возможные меры в случае подтверждения иностранного вмешательства. 2 неопознанных судна приблизились к российскому кораблю и открыли огонь, когда тот возвращался в порт. Никто из экипажа не пострадал, и судно смогло уйти в открытое море. Впервые за годы конфликта в Мозамбике вооруженные боевики атаковали иностранное судно в открытом море. Российское океанографическое судно «Атлантида» было обстреляно у побережья провинции Кабу-Делгаду. 2 неопознанных лодки приблизились к исследовательскому кораблю и открыли огонь, когда тот возвращался в порт Мапуту после научной миссии. Местные источники объясняют нападение активностью боевиков, связанных с исламским государством в регионе Кабу-Делгаду. Если эта связь подтвердится, это станет первым случаем атаки на иностранное судно в этом районе. Ранее боевики ограничивались нападениями на рыболовецкие лодки и похищениями рыбаков. Лукашенко окончательно прибрал к рукам Нежинский горнообогатительный комбинат. Активы российского олигарха Михаила Гуцериева на $500 миллиарда теперь под контролем якобы государства. Сам Гуцериев, некогда близкий друг Лукашенко, еще в прошлом году заявил о национализации своих активов, включая Нежинский проект. Но теперь все оформлено официально. Объект построили, люди нужны, лишних людей быть не должно, потому что ты оголишь деревню. В селе некому будет работать. Под это мы тебе строим социальную инфраструктуру. Вместе будем стараться создавать где-то, это же государственное предприятие, где-то бюджет Сильвестру, где-то это предприятие будет работать, но для людей будем делать все. Напомним, Нежинский ГОК строили с 2016 года. Проект шел с размахом $2 миллиарда инвестиций, участие китайских подрядчиков, немецких субподрядчиков, кредиты из Поднебесной и 600 миллионов личных денег Гуцериева. Предполагалось, что все это будет работать на Китай, но санкции, американские запреты и блокировка кредитов похоронили старую схему. В 2021-м Славкалий Гуцериева попадал под санкции, а вскоре и сам проект фактически ушел под управление новой структуры «Недронежин». Ты мужики уже, ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем. Теперь за новым комбинатом следят сразу 4 высокопоставленных чиновника, замы министров архитектуры, финансов, экономики и госкомимущества, чтобы никто не утащил. Белорусская власть не просто держит руку на пульсе, а прямо забирает активы, когда того требует интерес. Белорусы в Польше начали получать письма с требованием покинуть страну в течение 10 дней. Письма якобы подписаны заместителем главы Агентства внутренней безопасности, и в них угрожают аннулировать вид на жительство. Но, как выяснили журналисты «Наша Нива», эти письма – фальшивка. Они не содержат личных данных получателей и были отправлены из Германии. Генеральная прокуратура Польши с начала 2025 года фиксирует резкий рост угрозы преступлений в стране, связанных с участием граждан Беларуси.
В отношении вас получена информация, свидетельствующая о вашей незаконной деятельности на территории Польши. Получатели, предприниматели из Гданьска и Варшавы, их данные, включая адреса и гражданство, доступны в открытых источниках. Это и могло быть использовано злоумышленниками для рассылки. К тому же один из адресатов уже получил польское гражданство, что делает угрозы депортации просто бессмысленными. Польские власти пока не прокомментировали ситуацию, но эксперты считают, что это может быть попытка дестабилизации и запугивания белорусской диаспоры в стране. Так что сохраняйте спокойствие и сообщайте о подобных письмах в полицию. Юг Франции превратился в хаос, по улицам плывет дым, жители выбегают на площади, а набережная Ла-Круазет погрузилась в атмосферу тревоги. На фоне закрытых бутиков и заглохших машин звучали крики и сирены. Массовый блэкаут обесточил Канны прямо в разгар 78-го Каннского фестиваля. Пропало электричество и связь в домах 160 тысяч человек, включая звездные отели, площадки фестиваля, магазины и кафе. Причиной стали 2 удара подряд. Ночью вспыхнула подстанция, а утром упала опора ЛЭП, оборвав линии и вызвав панику. Власти подозревают поджог, дело передано полиции, начато расследование, но зачинщиков пока не нашли. Не исключено, что это была атака в стиле «поджечь элиту», ведь накануне закрытия фестиваля в Каннах собрались мировые знаменитости. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.